Традиционная национальная кухня армянского народа – одна из древнейших кухонь в Азии и самая древняя в Закавказье. Армянские кулинарные традиции берут начало из глубокой древности. Известно, что армяне имели представление о процессах брожения и хлебопечения еще 2500 лет назад. И по сей день традиции приготовления многих армянских блюд остаются неизменными. Яркая национальная особенность армян – это радушие и гостеприимство. Сегодня мы в гостях у Национальной армянской общины Удмуртской республики. Место нашей встречи – это, наверное, главный армянский ресторан Ижевска и своеобразный центр армянской кухни. Он носит яркое и запоминающееся название «Мясной гуру». Бареш здесь, дорогие друзья, и сегодня у нас армянская кухня. Мы находимся в замечательном месте, в ресторане «Мясной гуру». С нами шеф-повар Карен и Арсен Масаян, председатель армянской общины Удмуртской республики. Что же мы сегодня будем готовить? Давайте узнаем. Шашлыки. Шашлыки. Из шейки свинины. По-армянски как называется это блюдо? Коровац. Коровац. Это первое блюдо, которое мы приготовим. И еще дополнительно мы сегодня будем готовить рыбу. А вот какую рыбу мы будем готовить? Форель. Это какая-то особая форель, да? Горная форель. Форель здесь. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Да, это горная наша форель, это сиванская форель из озера Сиван. Мы ее еще называем ишхан. Ишхан это переводится с армянского как князь, как царь рыба для нас. Да, сегодня нас ждет очень много интересных кулинарных открытий. Итак, давайте посмотрим, что у нас на столе. Понятно, что здесь я вижу мясо, лук. Это, наверное, кинза, я не ошибаюсь. А вот со специями тут, конечно, очень трудно разобраться. Расскажите, пожалуйста, Карен, что за специи у нас здесь? Ну, тут перец черный, красный, чебрец, базилик и соль. С чего мы начнем? Начнем с мяса. Что будем делать? Мариновать его каким-то образом, да? Да. Вот такими кусками будем резать. А, кусочки, кстати говоря, такие толстенькие. Вот не сказать, Нет, что сейчас они... мы кубики будем делать. Ага. Ну, получаются классические кубики, как на шашлык. То есть эти кубики мы, скорее всего, будем жарить на шампурах? Да, да. Но я даже не пытаюсь здесь помогать, потому что, мне кажется, самый вкусный шашлык может сделать только мужчина. У нас шашлык это, так скажем, одно из основных блюд, которое подают на торжества, особенно на свадьбы, на праздники. Есть специальная процедура, когда все зрители садятся, ну не зрители, а все участники, они все садятся и шашлык именно выносят на шампурах, танцоры прям танцуют, то есть это является основным блюдом любого праздника, веселого праздника. Ну вот такие вот кубики у нас получились, вот, то есть такая практически классическая нарезка. Это у нас какое мясо было, какая часть мяса была? Шейка. Шейка. Это гарантия, наверное, того, что шашлык будет сочный, да? Ну, да. Что дальше? Мы, Дальше наверное, будем как-то мариновать? Да. Вообще, как бы из моего детства мой отец готовил шашлык, заливая его уксусом. Только потом я узнала, что если хочешь убить мясо, налей уксус туда. Поэтому у нас никакого уксуса на столе не будет. Вода только, соль, перец. Вот соль у нас тут. Ну, примерно такие щедрые щепотки, прямо мужские такие руки берут хорошую щепоть. И туда все вот мы засыпаем. Ну вот немножко поменьше мы положили чебреца, чем перца. Немножечко базилика тоже где-то. Такая уже маленькая щепоточка. В ход пошел лук. Лук обязательно. Лука надо много? Ну, не очень. Ну вот у нас здесь 5 луковиц. Мы все туда отправим? Нет. Не 2 все. хватит. 2 хватит. Все внимательно запоминаем, друзья, потому что совсем скоро нас ждет открытие сезона шашлыков кинза. Чуть-чуть хватит. Газированная. Газированная вода. Джермук, да, джермук, газированная вода. И вот мы начинаем немножечко перемешивать это все. Все делаем нежно, с любовью. Сколько это должно у нас постоять? Ну, примерно час-два. Чем Час? больше, чем лучше. Ну, сколько? Тем лучше. Ночь? Ну да, желательно.
Вот так, казалось бы, все просто, но есть масса тонкостей. Очень, да. Да, которые необходимо обязательно соблюдать, чтобы у вас получился прекрасный результат. Ну вот, наше мясо замариновалось, прошло 2 часа, и сейчас мы уже будем приступать к подготовке, точнее, к самому интересному. Вот смотрите, какие у нас прекрасные шампуры. Как мы должны нанизывать? Ну, как бы... Главное, чтобы мясо не свисало, не подгорало, то есть оно должно располагаться равномерно с обоих сторон шампура. Карен еще рукой поправляет все, чтобы все садилось ровно, равномерно, чтобы мясо обжаривалось красиво, ровно и выглядело не только вкусно, но и эстетически смотрелось, как бы приятно было видеть его. Да, чтобы это было все-таки красивое блюдо, я согласна. Да. Как обычно проходят вот армянские застолья? Какие традиции есть? Армянские застолья, конечно, проходят с очень большим обилием еды. Действительно любят готовить и есть тоже очень любят то, что приготовили. По словам Арсена, помимо шашлыка, на праздники армяне часто подают хашламу. Это вареное блюдо из баранины или говядины с картофелем, которое готовится в казане. Одно из самых знаменитых молочных армянских явств – это, разумеется, мацун. Знаменитый кисломолочный напиток, смесь коровьего, овечьего или козьего молока с простоквашей, родня европейскому йогурту. Также большой популярностью пользуется знаменитый хаш. Это горячее блюдо, больше похожее на наваристый бульон. Его готовят на говяжьем рубце с добавлением чеснока, лука и зелени. Считается, что хаш – это не просто кулинарное блюдо, он обладает и лечебным эффектом. То есть, если человек болеет, он может как ингаляцию даже себе сделать, пронюхаться этим. У нас же лаваш, традиционное наше блюдо, что люди прямо вот так лавашем накрываются под хашем и вот его едят, чтобы пропитать. То есть он еще этим лечебным, с ингаляцией определенно обладает лечебными свойствами хаша. Первый раз об этом Вот, слышу, да, удивительно. Да. Из сладкого часто на стол подают знаменитое армянское печенье гата, которое готовят из слоеного теста с добавлением сахара, орехов и меда. На армянском столе всегда в изобилии присутствуют разнообразные сухофрукты, самым известным из которых является знаменитый армянский абрикос. Как оказалось, фен нужен девушке не только в ванной, но и настоящему мужчине на кухне. Вот что мы делаем для того, чтобы наши угли разгорелись. Вот такой у нас большой, хороший мангал. Здесь уже готовые угли. Карен, какие должны быть угли? Не очень красные, да, я так понимаю? Не очень красные, но медленно, чтобы сгорели. Но самое главное, надо все стороны сразу жарить, потом оставить на медленном огне, чтобы он начал внутри жариться. Сразу корочка будет там на все 4 стороны. Потом оставляем на медленном огне и жариться будет медленно. Надо всегда следить за шашлыком, чтобы вкусно было, чтобы не сгорел. Вот так вот, хоп, и у нас замена, потому что блюдо форель, как правильно мы сказали, называется это блюдо ишхан. Мы будем готовить с ливоном. Из чего мы, собственно говоря, будем готовить? Какие ингредиенты нам понадобятся? Здравствуйте, во-первых. Мы сегодня приготовим форель на армянских тонах. Форель, вот именно вот ишхан, если переводить дословно, это как князь. И вот само кушание вот так надо приготовить, чтобы вот было, кто будет наслаждаться вкусом, почувствовал себя в какой-то момент князем. Так, Приступаем. так, вот у нас вот есть уже вот такая прекрасная, свежайшая форель. Уже потрошенная, Да, удаленные жабры, потрошенная, Покажем нашим зрителям. Да, вот это горная форель. Прекрасная, чудесная. Вот. Ой, Все ну вы посмотрите, излишни. какая совершенно чудесная рыба. И по секрету скажу, что вот для приготовления подходит самый раз самец. Это, наверное, единственное кушание, которое самец подходит лучше, чем самка. Вот мясо слегка розоватое, довольно вкусное. Честно говоря, я даже не предполагаю, как можно отличить. Ну, то есть, По челюсти. Более агрессивная. Голова крупнее и челюсть агрессивная. понятно? Вот такая агрессивная рыба, значит, это самец. Когда вы ее будете потрошить, то будет понятно, если икра... Да, то если это- икра, там надеяться на что-то другое не стоит. Да. Можно
разделывать и вот по кускам, по порционным, можно его сделать вот слегка карбовать и вот целиком. И, потому что целиком он будет красивее смотреться во время подачи. Для красоты плавники не будем убирать. Что именно князьям подавали целиком. Да. Потому что князьям не разделяли. Да. Что делить, это же князь. Да, ну Поэтому что там, давай, какие-то давай, чтобы мы полкусочка. себя почувствовали князьями. Обязательно. И, Я делай постараюсь. Как надо. То есть мы сейчас делаем надрезы на коже. Да, надрезы над кожей, над кожей, слегка, не доходя до позвоночника, чтобы вот те вкуса, которые мы будем добавлять в бульон, в пряный бульон, рыба будет не вариться, а томиться. Потому что свежая рыба, когда варится и вода сильно пулькает, мясо сужается и кости начинают торчать. А это уже Может мы потеряем повредиться товарный такой, вид. Да. Максимальной осторожностью мы будем делать надрезы, не повреждая ничего, Да, такие то есть серьезные. такие неглубокие надрезы мы должны сделать. Ливон делает 4-5 надрезов на такую вот тушку рыбы. Здесь у нас что, горячая вода? Нет, холодная вода. Мы все будем начинать, потому что рыба будет не одна томиться, там еще и овощи. Когда с нуля холодная вода дойдет до температуры подкипения, овощи более подойдут. Мы нальем сначала воду, немного. Естественно, специя номер 1 – соль. Тоже, как и с надрезами, будем крайне осторожны с солью. Потому что мы не забываем, друзья, что мы готовим царскую рыбу «Князь». И Слегка готовим... паприку для того, чтобы вот подчеркнуть тот цвет, оригинальный цвет рыбы. Знаете, так вот Левон положил примерно по половинку чайной ложки. Помещаем сюда рыбу, Так. добавляем наши свежие зелени. Вот здесь идет, естественно, кинза. Мы не режем, потому что когда будем уже подавать, вот резаная зелень, которая будет прилипать к нашему продукту, он будет портить вид. Поэтому мы не будем резать его, и легче будет доставать. И остальную часть мы уже при подаче нарежем, и вот можно будет слегка добавить рядом. Тут еще укроп и петрушка, я понимаю, да? Такой традиционный зеленый букет. Да, немножко Так, моркови. теперь в ход пошли овощи. Да. На столе у нас следующий набор овощей. Морковь, помидор, красный лук, перец разных цветов. И еще один фрукт, без которого приготовление рыбы просто невозможно. Это, конечно же, лимон. Он убирает неприятные запахи, которые мы все специфичны рыбе. Мы немножко будем крупненько оставлять, потому что, чтобы держал форму. А вот мы взяли, вот подобрали разноцветные перцы, чтобы во время подачи, вот чтобы как-то блюдо улыбалось. Радовался наш глаз. И будем резать крупно. Вот, предварительно, конечно, убираем как бы все семечки, Да. И вот немножко зелененького. чтобы у нас Да. все цвета присутствовали в блюде, и это очень живописно смотрелось на нашей тарелке Да. потом. Обязательно добавляем сливочное масло, несколько колец красного лука и пару лавровых листьев. Не забываем про зерна граната, которое наряду с абрикосом является частым ингредиентом в армянской кухне. Также приправим блюдо дольками лимона. Положим 5-6 горошин черного перца и пару горошин душистого. Все, можно уже поставить на плиту и будем ожидать наших результатов. То есть сейчас мы будем это томить. Доводим до Да. кипения. Не на очень большом огне, так на средненьком огне. Во время готовки не забываем периодически смазывать нашу рыбу маслом. А еще мы иногда поливаем рыбу бульоном, который образовывается в кастрюле. Это нужно для ускорения готовки, так как хребтовая часть форели готовится дольше всего. Мы сейчас будем проверять готовность рыбы, не касаясь его. Вот если поверить, подержать руку над паром, буквально полминуты, так, чтобы почувствовать теплоту. Отводим и делаем кулак. Если начинает прилипать палец, значит рыба уже готова.
Примерно через 30 минут тушения мы готовим наше блюдо к подаче. Доставать рыбу из кастрюли лучше всего руками, чтобы не повредить ее прекрасный внешний вид. После этого украшаем тарелку готовыми нежнейшими овощами и зеленью. Ну что, друзья, наступил самый волнующий и самый любимый мой момент нашей программы. Мы пробуем еду, которую приготовили наши замечательные повара. Ну вот, кстати, здесь у меня приборы, вилки, ножи, но мне сказали, что они не понадобятся, потому что сейчас нас научат, как правильно нужно есть каравац, шашлык. А секрет очень простой. На небольшой кусок лаваша надо положить кусок мяса, к нему добавить лук и несколько листочков зелени, в нашем случае кинзы, завернуть и, обмакнув в соус, вкушать это воистину восхитительное блюдо. Шашлык пальчики оближешь. Удалось неимоверно. Секреты сегодня нам рассказали. Я благодарю Карена за шашлык, а сейчас мы будем дегустировать рыбу. Ой, какое белое мяско. И вот Да, и попробуем еще что-то. Конечно, чувствуются прекрасные вот эти специи и дает неимоверный аромат овощей. Рыба действительно приготовлена для князя. Очень вкусно. Всем советую повторить этот простой, но в то же время такой изящный рецепт. Ливон, благодарю вас. Это действительно очень вкусно. Вот здесь мы еще налили бульончик. Это для того, чтобы что? Можно было рыбу макнуть, да? Да. Вот я так еще попробую. Ну, хочу сказать, что рыба получилась настолько сочной, что даже вот, бульон, может быть, даже и не требуется. Ну, в бульон можно, наверное, макнуть лаваш. Да. Вот. Вот, И овощи очень отличные. Они такие аль денте, они совершенно не переваренные. Очень душевная у нас сегодня здесь обстановка. И, конечно, очень вкусные блюда армянской кухни мы сегодня приготовили. Я благодарю наших поваров Ливона и Карена за такие прекрасные рецепты. Надеюсь, вы их повторите. И, конечно, я благодарю Арсена за помощь в организации этой программы. И в память о нашей встрече вот эта кружка, пусть она хранится в вашей армянской общине и напоминает вам о нашей встрече. Я тоже со своей стороны благодарю вас, Елена, и всех организаторов за прекрасную возможность участвовать в этом проекте. Действительно, Удмуртия многообразна, Удмуртия богата своими народами. Мы традиционно с Министерством национальной политики, с Домом дружбы народов в таких мероприятиях просто с удовольствием участвуем. А мы, в свою очередь, говорим спасибо ресторану «Мясной гуру» и прекрасным поварам этого заведения, которые помогли нам раскрыть несколько секретов настоящей армянской кухни. Если вы любите армянскую еду или хотите ее попробовать, то в этом вам поможет именно это место. Здесь выпекается и традиционный армянский лаваш, а также представлены продукты прямо из солнечной и радушной Армении. А мы продолжаем кулинарное путешествие по просторам нашей Удмуртской республики. До скорой встречи, дорогие друзья!